Доброго дня, уважаемые интеллектуалы, уважаемые знатоки. Мы сегодня начинаем третий тур онлайн Кубка Республики Коми по спортивной версии игры «Что, где, когда». Ведущий, как вы видите, у нас сегодня поменялся, толстовка осталась, но это другая, соответственно. Сегодня у нас участвует 25 команд, я вижу таблица: Ухта, Воркута, Печора, Ухта, Вуктыл, Сыктывкар, Прилузский район, Усинск, Микунь, Печора, команда из Вальгалы и еще одна команда, которая называется Нагльфар из Гробов, Вальгала сортировочная. Замечательный, наверное, город, когда-нибудь все там окажемся. Хочу отдельно поблагодарить, собственно говоря, информационное агентство БНК за возможность сегодня провести наш третий тур. Напоминаю, что именно сегодня мы узнаем победителя не только этого тура, но и всей серии игр. Пока что лидирует Ухтинский Ва-Банк, на 3 очка опережает Сыктывкарский Вжух и Сыктывкарский же Тигров Разума. Я думаю, что основная борьба пойдет за общую победу между ними, но кто выиграет сегодняшний тур и вообще, может быть, кто-то ворвется в эту тройку, узнаем через 30 вопросов. По традиции хочу напомнить, что у нас на размышления командам дается 70 секунд. По истечении 60 секунд я буду говорить 10, вести небольшой обратный отчет, если не забуду. Ну и, соответственно, ждем от вас ответы, формы ответа, формы для ваших апелляций. Они все выложены в группе Лиги интеллектуальных игр. В общем-то, все по традиции. Не знаю, наверное, в принципе, все объяснил, все рассказал, о чем обычно мы с вами разговариваем, поэтому предлагаю время не терять и будем переходить к первому вопросу. Напоминаю, 3 тура по 10 вопросов каждый, в перерыве между ними будут, собственно, небольшие перерывы. Да, победитель будет по сумме 3 туров. Итак, поехали. Первый вопрос. Бог Уль на одной из исландских миниатюр изображен с ними. Они принесли известность уроженкам Магадана, Мохчи, Комсомольска-на-Амуре и других городов. Назовите их. Время. Десять секунд. И время вышло. Сдаем ответы. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ответы можно не принимать. Смотрю, некоторые команды отвечают, что это корона. Привыкли к тому, что первый вопрос наших туров посвящен традиционно коронавирусу, но не сегодня. Сегодня у нас первый вопрос посвящен неожиданно для многих спорту. И правильный ответ – это, конечно же, лыжи. Соответственно, уроженка Магадана, если мне память не изменяет, это у нас Лена Вяльби, Мохчи, Раиса Сметанина, Комсомольск-на-Амуре, Юлия Чипалова. Правильный ответ – лыжи. Второй вопрос. Второй вопрос с картинкой. Каким устойчивым выражением подписана эта картинка? Время.
10 секунд. Время вышло. Сдаем, пожалуйста, ответы. Пять, 4, 3, 2, 1. И ответы больше не принимаем. Но здесь вы на картинке видите, надеюсь, по крайней мере, что вы увидели гребенку, соответственно, выражение причесывать всех под одну гребенку, причесывать всех под одну гребенку и тому подобное. В общем, разнообразные формы с глаголом причесывать, и, по крайней мере, с сочетанием под одну гребенку. Я думаю, что это все зачет, и я так смотрю, что все команды, кто, по крайней мере, сдал ответ, ответили правильно. Так что я думаю, там без каких, видимо, сложностей все обошлось с этим вопросом. Третий вопрос нашего первого тура. В период Средневековья Третий обычно располагался в нижней части города, недалеко от реки. Какое слово мы заменили на Третий? Время. Десять секунд. Время. Сдаем ответы. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и, собственно говоря, 0. На этом мы перестаем принимать ответы на третий вопрос. Ну и правильный ответ на третий вопрос – это торг. Торг, он же, собственно, рынок, базар, но здесь мы принимаем именно ответ торг, потому что в вопросе закладывались третий. Третий – это третья стадия принятия неизбежного, там, где, помните, отрицание. Вот, что, собственно говоря, торг там третий идет по списку. Поэтому вот даже можно посмотреть, не густо у нас команд, ответивших правильно. Я их, в принципе, сейчас, если честно, не вижу. Потому что рынок – это, конечно же, не зачет. Рынок – это не стадия отрицания, не стадия, в общем, принятия неизбежного. Так что следом за тем вопросом, который у нас ответили все, не ответил, походу, никто. Но может сейчас обновиться, может кто-то отправил в последний момент. Переходим к четвертому вопросу. 14 марта 2018 года вышел клип на композицию 520. Ответьте точно, сколько времени он звучит. Время пошло.
10 секунд. И время вышло. Сдаем, пожалуйста, ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и, собственно говоря, 0. Вот мне посмотрю сейчас на ваши ответы, которые мы уже перестали, соответственно, принимать. Немножко, на самом деле, даже удивляюсь тому, что не все команды, и, мягко говоря, большинство команд не знают правильный ответ на этот вопрос. Речь идет, соответственно, ответ 4 минуты 33 секунды. Это, как вы видите, известная композиция Джона Кейджа, которая называется 4.33, представляет собой 4 минуты 33 секунды тишины. Довольно очень такой обширный, частый, бинговый вопрос. Мы вот, например, лично с Алексеем Михайловичем переживали, что на него ответите все. Ну вот вышло, что не все. Вот команда «Маразм» ответила. «Маразм» молодцы. Остальные, я смотрю, не молодцы. Правильный ответ только 4.33, и никакие там другие ответы не зачет. 5-й вопрос. Лингвисты иногда придумывают новые слова. Например, это слово они объясняют или как очень богатого друга, или как друга, который страдает слабоумием. Назовите, напишите это слово. Время пошло. — 10 секунд. Время вышло. Сдаем, пожалуйста, ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Время вышло. Вот вижу замечательные ответы «дебилионер», но не совсем правильный ответ в данном случае, хотя можно, наверное, будет оспорить. Правильный ответ – олигофренд. Собственно говоря, вот такая легкая игра слов от автора вопроса, коим является Алексей Михайлович Рогачев в данном случае. Есть команды, которые правильно ответили, есть команды, которые ответили, собственно говоря, неправильно, но это нормальное явление. Переходим к 6-му вопросу. Один южноафриканский ресторан находится внутри корабля. Одно из слов его названия стало составной частью наименования современного культа. Напишите это слово. Время пошло.
10 секунд. И время вышло. Сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ответы мы перестаем сейчас принимать. Я здесь смотрю, что потихонечку им приходит, появляется, в том числе и правильный. Правильный ответ, пожалуйста, сейчас на экране вы увидите. Правильный ответ – это карго. Вопрос у меня к команде «Утомленные газом», которые сдают, получается, видимо, где-то ошибаются с формой. Я вот не знаю, немного так отстают, да, то есть я вот вижу в форме ответа на этот вопрос, ответ на предыдущий, хотя по времени, конечно, понимаю, что вы отвечали все верно и в срок. В общем, как-то решите, пожалуйста, этот вопрос. Может быть, в ответе для апелляций напишите ответ на следующий вопрос, и вы тогда, чтобы никто из нас из счетной комиссии не запутывался. В общем, пожалуйста, либо в апелляции, либо ответ на следующий вопрос в личку ВКонтакте пришлите. Как-то уже решить этот вопрос, чтобы мы не ждали ваши ответы до следующего вопроса. Переходим к следующему вопросу. Это у нас 7-й по счету. Описывая события конца XX века, поэт удивляется, как они различают, кто из них откуда. Одни из них – название фильма 1982 года. Назовите их. Время. Сейчас 10 будет. 10 секунд. И время у нас вышло. Сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ну, в общем, ответы на этом мы не принимаем. Ну и, собственно говоря, узнаем сейчас с вами правильный ответ. А правильный ответ – это у нас Тутси или Хуту. Ну, в общем, известный конфликт в Африке в конце 20 века. Ну, а фильм «Тутси» 1982 года. Так, одни из них назовите. Ну, здесь я думаю, что мы можем засчитывать правильный ответ и как Тутси, или как Хуту. То есть, если вы ответили или Тутси, или Хуту, в общем, здесь, я думаю, мы будем засчитывать, поскольку здесь в форме вопроса не стоит, что назовите их обоих. Ну, по крайней мере, этот вопрос мы обсудим после первого тура. Ну и переходим к следующему вопросу. Вопрос 8. В вопросе есть замена. Константин Ивлев, завершив приготовление пирога, предложил зрителям сожрать его. В числе прочих ингредиентов в рецепт вошла рыба. Какая? Время пошло.
10 секунд. Время 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ответы мы на этом не принимаем. Здесь я смотрю, у нас целый аквариум в ответах. Тут и пиранья, и фугу, и тунец, и лещ, и щука, и даже лосось. Ну, а правильный ответ у нас следующий. Треска. Собственно говоря, Ивлев предлагает данный пирог стрескать. Ну, если вы вдруг знаете какой-то глагол «сокулить», как я вижу вот по ответам, и «свершить», означающий «съесть», то можете писать апелляции. Но я, например, такой формы не слышал. 9 вопрос первого тура. В древнескандинавской поэзии нет похвалы выше, чем сказать о короле, что он скоро подаст завтрак им. Для одного из них потребовалась женская борода. Как его звали? Время. Десять секунд. Время вышло. Сдаем ваши ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Время вышло, ответы мы ваши больше не принимаем. И сейчас узнаем с вами вместе, ну я-то знаю, конечно, правильный ответ. Звали данного товарища Фенрир. Волк, который приходит при Рагнарёке. Нет похвалы выше, чем сказать о короле, что он скоро подаст завтрак волкам. Для Фенрира, как известно, для того, чтобы его смирить, потребовалась цепь, для которой потребовались шаги кошки, женская борода и много-много других ингредиентов, скажем так, составных элементов, которых в природе, в общем-то, крайне редко встретишь. Может, даже и вообще не увидишь. Вот, в общем, кто ответил Фенрир, молодцы. Зачет, в том числе и с небольшими грамматическими ошибками, но вот Кончита Вурст, которые ответили, одна из команд, конечно же, мимо. Ну и 10-й вопрос сегодняшнего тура, последний для первого. В конце 19 века в Америке был найден валун с домашним заданием, которое впоследствии было признано подделкой. Какие два слова мы заменили в вопросе? Время пошло.
10 секунд. И время вышло. Сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Довольно, наверное, медленный счет был, но, может быть, кому-то это и помогло в последний момент ответить. Ответы больше мы, соответственно, уже не принимаем. Ну и правильный ответ на 10-й вопрос первого тура – 10 заповедей. Соответственно, 10-й вопрос про 10 заповедей, и логика замены была вместо домашнего задания 10 заповедей. То есть, ну, в общем, ДЗ на ДЗ. Сейчас у нас будет с вами небольшой 10-минутный перерыв, во время которого мы постараемся проверить, доставить баллы, которые вы там, может быть, видите, чтобы вам не поставили. Если у вас какие-то есть вопросы, пишите, пожалуйста, в YouTube или в группе Лиги интеллектуальных игр, или мне, пожалуйста, в личное сообщение. Будем, в общем, смотреть, следить, отвечать и решать ваши вопросы. 10 минут, перерыв, и после этого продолжим. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.
Мы снова с вами в студии ВБНК. Первые итоги первого тура уже в онлайн-таблице. Мы видим, что лидируют Вжух, Тигры Разума по 6 очков. Как раз лидеры общего зачета Ва-Банк набрали 4 балла в первом туре. Это значит, что между ними теперь в общем зачете 1 балл всего лишь разница. Ну а здесь сегодня в промежуточном третьем этапе по 5 баллов у Маразма женской логики. Ну, в общем, вся борьба мы видим с вами еще впереди. Поступило нам несколько апелляций вместе от нескольких команд. Соответственно, от «Утомленный газом» поступил апелляция на 5-й вопрос. Они неправильно написали слово «League of Friends», техническая ошибка, но здесь мы, конечно, этот ответ вам засчитываем, потому что, здесь, в общем-то, опечатка, не знаю, в общем, все близкое к написанию был зачет. Соответственно, Калина тоже получила свой балл за грести под одну гребенку, как я и говорил, все, что связано с одной гребенкой, мы засчитали, и на второй вопрос ответили абсолютно все команды. Апелляция команды Маразм насчет Карго, ответ Арго, будет рассматривать же не игровое, а апелляционное жюри. Поэтому здесь мы с вами обсудим данный вопрос уже после этой игры. Надеюсь, на общий зачет это как-то не повлияет. Надеюсь, опять же, что все уже успели сейчас подойти к своим экранам. Да, не забываем про полтос. Согласен, Паш. Все у своих экранов, и мы с вами начнем второй тур. На мой взгляд, он немножечко даже потяжелее, чем первый. Это субъективная точка зрения. Итак, 11-й вопрос. Анастасия Постригай пишет, что в 17 веке у голландцев были две беды – наводнение и они. С ними они в итоге справились, но с ней спустя 3 века получилось не очень. Назовите ее. Время пошло. Десять секунд. Время вышло. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ответы мы на этом не принимаем. И сейчас узнаем вместе с вами ответ на 11-й вопрос. Ответ на 11-й вопрос довольно легкий получился. Это испанка. В 17 веке Соединенные провинции, они же Нидерланды, в современной трактовке Нидерланды, воевали с Испанией. Там буквально полвека, наверное, в 17 веке продолжалась эта революция. С испанцами голландцы справились, а вот с испанкой в начале 20 века, как и, наверное, другие страны, справились не очень, мягко говоря. И если мы раньше начинали первый тур нашего пакета с вопроса про коронавирус, начали второй с вопроса про другую эпидемию. В общем, не менее, скажем, значимую в истории мира. Молодцы все, кто ответил правильно. А мы с вами переходим в 12-й вопрос. Английский художник XIX века изобразил семью, защищающую христианина от преследования их. Один из них в карточной игре говорит, что против тебя восстанет сила природы. Назовите их. Время.
10 секунд. И время вышло. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ответы не принимаются. Ну и мы сейчас вместе с вами, хотя вижу, что многие команды отвечают правильно уже, узнаем правильный ответ. А правильный ответ на этот вопрос – друиды. Один из них – это один из друидов в карточной игре Hearthstone. Английский художник 19 века, если я не ошибаюсь, если память не изменяет, это художник Милли, изобретил семью, защищающих христианина от друидов. Ну и, в общем-то, религия древней Англии. Какие еще могли быть здесь варианты? Так что, смотрю, довольно много команд справились с этим вопросом. В общем, все, кто справился, молодцы. После двух художественных вопросов переходим к 13-му. Рассказывая про первое появление на публике в 2008 году Дмитрия Медведева и Владимира Путина, Леонид Парфенов говорит про новую политическую моду на следующие 4 года и упоминает Икса и Игрека. X и Y – песня 2010 года. Назовите X и Y. Время. Десять секунд. Время вышло. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ответы мы больше с вами не принимаем. И вижу, опять же, в ответах, что есть интересные варианты, как кукла-колдуна, Единая Россия, пчела и пчеловод. А правильный ответ на этот вопрос – Дольче и Габбана с различными, опять же, орфографическими вариантами. То есть Дольче, сдвоенное «б» в слове Габбана. Все это зачет. И, собственно говоря, для тех, кто еще пытается вспомнить, что это за песня, это песня, насколько я помню, Верки Сердючки. Но это автор вопроса, Алексей Михайлович, может, он какой-то другой песни имел в виду, можете спросить у него лично. 14-й вопрос нашей игры. Согласно легенде, советским школьникам говорили, что она – это тертое стекло, куриный помет и сметана. Последняя она известного шотландца была продана за $600 тысяч. Назовите этого шотландца. Время.
10 секунд. Время 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Вижу я здесь у вас в числе ответов как правильные, так и неправильные. Правильный ответ на этот вопрос он. Это Алекс Фергюсон, бывший главный тренер футбольного клуба Манчестер Юнайтед. В общем-то, один из самых известных шотландцев современности. Известный также в том числе и тем, что нервно жевал жвачку во всех матчах Манчестера. Ну, а школьникам советским говорили, что жвачка – это тертое стекло, куриный помет и сметана, чтобы они не принимали жвачку от иностранцев. Все от иностранцев – это зло. Правда, импортозамещения тогда еще не было. 14-й вопрос был позади. Мы с вами переходим к 15-му. До прибытия европейских поселенцев он был тропой среди болот. Другой он появился в 1925 году. Назовите его. Время. Десять секунд. Время вышло. Сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. На этом мы ответы больше не принимаем. И сейчас вы видите на своих экранах правильный ответ на 15-й вопрос, потому что он, есть были правильные ответы, я видел уже, он – это Бродвей. Соответственно, куда еще могли прибыть европейские поселенцы? Это территория Соединенных Штатов, в данном случае Америки. Тропа среди болот стала улицей, стала Бродвеем, а в 1925 году, если, опять же, мне память не изменяет, появилось стихотворение Владимира Маяковского, посвященное Бродвею. Вот такой был у нас с вами 15-й вопрос. Если кому-то надоел футбол, то мы иногда можем и в другие темы. Переходим с вами к 16-му вопросу. Жюль Верн писал, что цветок обладает альфой. По его мнению, альфа – это запах. Какое слово мы заменили на альфу? Время пошло. Десять секунд.
Время 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и 0. Ответы не принимаем, но я смотрю, что большинство команд с этим довольно, на самом деле, простым вопросом справились. Жюль Верн, в общем, как известно, предполагал, что цветок обладает душой. По его мнению, душа – это запах. Соответственно, правильный ответ на 16-й вопрос – это душа. 17-й вопрос нашего третьего тура, второго тура игрового. В общем, поехали. В этот вид спорта играют мячом из кожи, набитым козьей шерстью на поле 50 на 100 метров. Несмотря на то, что родился он в колыбели Возрождения, это очень жесткий вид спорта. Назовите его двумя словами, которые начинаются на одну букву. Поехали. Десять секунд. Время 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ну, в общем-то, если кто-то хотел еще вопрос про футбол, то вот вы его получили. Правильный ответ на 17-й вопрос. Суровый вид спорта под названием флорентийский футбол. Сразу скажу, вопрос не мой. А то мало ли. Подумайте, что только про футбол могу писать. Есть у нас, безусловно, правильные ответы. Но есть команды, которые и мимо зачета ответили. Пойдемте дальше. 18-й вопрос. Совсем немного до перерыва. 18-й вопрос. Ричард Докинс утверждал, что когда навязчивые иллюзии появляются у одного человека, это сумасшествие. А как он называл то, когда навязчивые иллюзии появляются сразу у многих? Время. Десять секунд. Ну и время. Сдаем ответы. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ну, по крайней мере, я смотрю, сколько ответов у меня отобразилось. Практически все они правильные. Правильный ответ на этот у нас довольно, опять же, не легкий, наоборот, несложный вопрос. Правильный ответ – это религия. Сразу просим прощения.
за тех, чьи чувства могут быть оскорблены. 18 вопросом никто этого, разумеется, не хотел. Давайте перейдем к 19 вопросу. 19 вопрос выглядит следующим образом. По мнению Марка Твена, когда рыжие люди начинают занимать высокое положение в обществе, их волосы надо называть такими. Такой мед считается одним из самых ценных и дорогих. Какой такой? Время. Десять секунд. Время. Сдаем ответы, кто этого еще не сдал. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и, собственно говоря, 0. Ответы больше не принимаются. Ну, а правильный ответ на 19 вопрос, опять же, не такой сложный, это каштановый. Вот. Думаю, в принципе, здесь дополнительных объяснений и не требуется. И 20 вопрос, последний вопрос второго тура сегодняшней игры. 20 вопрос. Название московского магазина комиксов отсылает нас к советскому литературному произведению и намекает на целевую аудиторию магазина. Напишите автора этого произведения. Время. Десять секунд. И время вышло. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ответы не принимаются. Все, кто хотел, все, кто успел, вы молодцы. Ну, а правильный ответ, напоминаю, что требовалось от вас назвать автора произведения. Автором произведения «Чук и Гек» является Гайдар. Ну, а сам магазин назывался немножечко иначе. Не «Чук и Гек», а «Чук и Гик». В общем, смотрю, что довольно много ответили правильно. Те, кто форму не держал, ну, что ж поделать. Бывает в жизни и такое огорчение. Мы сейчас уйдем с вами снова на 10-минутный перерыв, во время которого добьем баллы в таблицу, ответим на ваши апелляции, если таковые еще поступят. Ну и, в общем, ждем
Ждем от вас эти апелляции, ждем вопросы. Может быть, кому-то что-то не зачли. Внимательно посмотрите, онлайн-таблица открыта. 10 минут перерыв, пожалуйста.
Итак, друзья, мы с вами снова в студии, и у нас впереди третий тур онлайн Кубка Республики Коми по «Что, где, когда», первого онлайн Кубка Республики, который проводится на платформе БНК. Это, кстати, очень важно. Мы получили за время перерыва только одну апелляцию от команды, утомленной газом, но она на самом деле была зачтена, можно сказать, сразу же, и, в общем, не требовалось в апелляции этот вопрос. У вас, утомленный газом, плюс 1 балл в 19-м вопросе, на который вы, собственно говоря, эту апелляцию писали. Что же касается турнирной таблицы, у нас здесь все, на самом деле, очень весело. Сегодня у нас по 15 баллов набрали команды «Вжух», команда «Маразм» и «Тигры разума». 13 баллов у женской логики, 12 баллов кубический олень, 11 баллов команда «Ва-банк». И это означает, что в общем зачете, в общей турнирной таблице и «Тигры разума», и «Вжух» опережают ухтинскую команду «Ва-банк» на 1 балл. Ну, напоминаю, что мы сегодня узнаем не только победителя сегодняшнего тура, но и всего онлайн-кубка в целом. Если в общем зачете у команд будет равенство, то мы с вами будем стреляться. Можно сказать, да. Устроим небольшую перестрелку до первого промаха. Но будет, конечно, интересно. Дай бог, чтобы так и было. Но, конечно, хотелось бы видеть перестрелку сразу между тремя командами. Итак, да, интересно, он нас видит всех. Поехали. Переходим к третьему туру. Третий тур, 21 вопрос. В вопросе одно слово заменено двумя. Жители одной турецкой деревни, дома, которые расположены в гористой местности, общаются при помощи птичьего языка. Птичий язык в Финляндии – знак дружеского приветствия. Какое слово мы заменили в вопросе? Время. Десять секунд. Время вышло. Сдаем ваши ответы. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Все ответы сданы, ответы больше не принимаем, но я вижу, что практически все команды отвечают на этот вопрос правильно. И правильный ответ на 21 вопрос – это свист. Птичий свист в Финляндии – знак дружеского приветствия. Но напоминаем, что вам свистеть не рекомендуется, иначе, как говорится, денег не будет. Ну и мы переходим плавно к 22 вопросу. Мы уверены, кстати, что на этот вопрос кто-нибудь ответит. В современной песне «Ани» больше пастбищ одного из государств Средиземья. Одно из них появилось в России в 1989 году и отличается яростью, депрессивной лирикой и грязным звуком из-за перегрузки записывающей аппаратуры. Назовите их. Время.
10 секунд. Время. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и, собственно говоря, 0. На это мы ответы не принимаем, но здесь я смотрю, что довольно... Я вот, честно, пока правильного ответа не вижу. Может быть, у меня сейчас все дойдет. Вот вижу и правильный ответ. Есть команды, которые ответили правильно. Этот вопрос гробом, к счастью, не стал. Правильный ответ – поля экспериментов. Мы уверены, что этот вопрос, кто ответит, это подсказка вам, что этот вопрос не будет гробом. Гроб – это группа «Гражданская оборона», иными словами. В 1989 году появился альбом «Русское поле экспериментов», отличающийся яростью, депрессивной лирикой и грязным звуком. Ну а в песне современной рэпера Хорус звучит, что поля экспериментов шире пастбищ Рохана. Соответственно, правильный ответ – поля экспериментов. Довольно вот такой вот интересный, на мой взгляд, и сложный вопрос. Вижу я, что Моссад слезам не верит, ответил на этот вопрос. С остальными командами вышло посложнее. Что ж, переходим дальше. 23-й вопрос сегодняшней игры. Богиня моря Ран охотилась за людьми, захватывала их в сети и утаскивала на дно. Однако ее имя переводится не как 126, а как 161. Что мы заменили числом 161? Время. Десять секунд. Время. Сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ответы больше не принимаются. Так, я просто смотрю, почему-то у меня ответы здесь не поступают. Может быть, какой-то... все нормально. В общем, правильный ответ на 23-й вопрос, это грабеж. Соответственно, логика замены была в статьях Уголовного кодекса. Это богиня Ран, в общем-то, ее имя переводилось не как похищение людей, 126 статья Уголовного кодекса, а как грабеж, 161 статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Вот такая логика замены. Переходим к 24-му вопросу. Правление Ахмеда III, любившего великолепие и красочность, вошло в историю как эпоха правления их. Их во Фландрию привез впервые посол австрийского императора. Назовите их. Время.
10 секунд. Время вышло. Сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ну, вижу первые ответы, вижу, что они практически все правильные. Ну, кто-то вот мандарины написал, кто-то павлины. Но в основном команды правильно отвечают на этот вопрос. Правильный ответ – тюльпаны. Правление Ахмеда III вошло в историю как эпоха правления тюльпанов в истории Османской империи. Ну, а тюльпаны во Фландрию впервые привез посол австрийского императора. Если не ошибаюсь, как раз к австрийскому императору они попали из Османской империи. Вот такой вот простой вопрос был. Не менее, наверное, простой будет для вас и 25-й. 25-й вопрос. Вопрос внимания с картинкой. Внимание на экран. На этикетке этой картины упомянуты два художника. В общем, с вас надо написать их обоих. Время пошло. Десять секунд. Время вышло. Сдаем правильные ответы, неправильные можете не сдавать. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Постарался не затягивать форму ответа на этот вопрос, тем более, что правильный ответ, наверное, напрашивался невооруженным глазом. Правильный ответ – это, соответственно, Пикассо и Веласкес. Вы видите, в середине, во-первых, картина сама написана в стиле Пабло Пикассо, да, в данном случае, наверное, с ударением я ошибся. Вот. Ну, а в центре вы видите картину Веласкеса «Менины». Вот если хорошо присмотреться. Так что правильный ответ – Пикассо или Пикассо и Веласкес. 26-й вопрос. Статья «Коммерсанта», посвященная Михаилу Лермонтову, называется «Иксы Альфы» и по написанию немного отличается от авторской строчки. Иксами Альфы можно назвать, например, Владимира Путина, Андрея Аршавина, Петра Свидлера и многих других. Какие два слова мы заменили на иксы Альфы? Если вы вдруг напишите 3 слова, мы, в общем-то, вам тоже можем зачесть правильный ответ. Время пошло. Десять секунд. Время. Сдаем ответы. 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и 0. На этом мы с вами ответы больше не принимаем. Ну и давайте, если кто-то не узнал правильный ответ, а я вижу, что не все ответили правильно, узнаем его. Правильный ответ – богатыри Невы. Богатыри Невы может быть в различных написаниях. Владимир Путин, Андрей Аршавин, Петр Свидер – это, в общем-то, уроженцы Санкт-Петербурга, Ленинграда. Вот, собственно говоря, строка Михаила Лермонтова, посвященная им в газете «Коммерсант», была написана с пробелом. Но в оригинале, как вы знаете, точнее без пробела, а в оригинале, как вы знаете, есть этот пробел. Богатыри Невы. Лихая им досталась доля. Ну, у вас тоже доля, наверное, лихая. Вы играете на наших вопросах. 27-й вопрос. Александр Михайлов, комментируя актуальную ситуацию в России, говорит, что мы живем в условиях шапки Мономаха. Отсюда оторвали, здесь пришли. Какие два слова мы заменили в тексте вопроса? Время. Десять секунд. Время. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ответы мы не принимаем, но вопрос получился не таким сложным. Правильный ответ на 27-й вопрос – Тришкин кафтан. Вот что все время его не хватает. Один фразеологизм с названием одежды был заменен на другой. 28-й вопрос. Немного у нас осталось. Борьба, я вижу, в турнирной таблице только впереди. 28-й вопрос. Его обитателями можно назвать белку, оленей, орла, ястреба и даже дракона. Однако самым известным оказался он. Какие буквы мы пропустили в этом вопросе? Время пошло. Десять секунд. Время. Сдаем ответы. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ответы больше не принимаются. Сейчас я обновлю форму сдачи ответов, посмотрю, что у нас там интересного. Интересного у нас не так и много. Но, может, сейчас дойдут остальные ответы. Немножко интернет
барахлит. Ну что ж, правильный ответ на 28-й вопрос буквы Д и И. Самым известным обитателем Игдрасиля, священного ясеня в скандинавской мифологии, на некоторое время оказался Один. Передаем привет команде «Один в поле не Один» или «Один в поле не один». Ну и, собственно говоря, команде, которая называется «Нагльфар из гробов». Сегодня, как вы заметили, сразу 3 вопроса по скандинавской мифологии. Надеюсь, вы на них ответили. Но я вижу, что есть команда, ответившая «Ди». Так что молодцы. Переходим к 29-му вопросу. Комментируя футбольный матч мадридского Атлетико, Василий Уткин заметил, что один в поле не воин. Какую букву мы пропустили в вопросе? Время. Десять секунд. Время вышло. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ответы больше не принимаются. Сразу скажу, что не все вопросы написаны про футбол, написаны мной. Например, вот этот не мой вопрос. Но он, в принципе, не такой сложный для тех, кто хотя бы знает, имеет какое-то представление о мадридском Атлетико и о том, что в составе мадридского Атлетико, внимание, правильный ответ, буква Г, играет уругвайский защитник Диего Годин. Соответственно, Василий Уткин заметил, что Годин в поле не воин. Что ж, давайте сейчас мы буквально перед последним вопросом. Сейчас я посмотрю, что у нас с вами в турнирной таблице есть интересного. На последний вопрос, кстати, ответили и Ва-Банк, и Тигры Разума. Не вижу пока ответа команды Вжух. Тоже есть ответ команды Вжух. У них все верно. Сейчас обновлю табличку. Просто очень даже интересно посмотреть, что у нас на данный момент. На данный момент у нас и Тигры Разума, и Вжух набрали 20 баллов, Ва-Банк отстает на 4 очка. Ну, сегодняшний лидер сегодня Маразм. Но это не так важно для общего зачета. Что ж, переходим к 30-му вопросу. Большинство из участников сегодняшней игры прямо сейчас делают это. Делал это и норвежец, перевернувший ход событий в Барселоне. Что мы заменили словами «делать это»? Время. Десять секунд.
Сдаем ответ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Закрываем форму принятия ответов. И давайте сейчас посмотрим на то, что мне сейчас поступает. Вот пока не будем показывать правильный ответ, все-таки, может быть, от этого вопроса определится победитель сегодняшней игры, и мы узнаем, кто он. Да? Не сегодняшней игры в целом, а может даже и всего тура. Так, у Тигров Разума ответ на 30-й вопрос: работал головой, у команды играет головой, у команды Ва-банк, у команды Вжух. Не вижу ответа команды Вжух. Где ответ команды Вжух? Команда Вжух, что вы там, сдали, не сдали? Не успели, видимо, да? Ну что ж, как вы уже заметили, сегодня довольно много было вопросов про футбол, не стал исключением и 30-й. Многие из вас сейчас сидят на сайте и YouTube-канале информационного агентства БНК. БНК по-другому, как в простонародье, называется банка. Так что многие из вас сейчас сидят на банке. Ну и Оле Гуннар Сульшер, он же Оле Гуннар Солскьяер, в 1999 году в финале Лиги Чемпионов сидел долгое время на банке, после чего вышел и перевернул, можно сказать, ход событий финала Лиги Чемпионов. Принес победу Манчестер Юнайтед в финале в матче против Мюнхенской Баварии. Правильный ответ: сидел на банке. Да, Сульшер – это, безусловно, гений. Так, у нас сейчас будет... Что у нас сейчас будет? Да, у нас сейчас никто на 30-й вопрос не ответил. Что же это у нас для вас значит? Это значит, что мы сейчас смотрим таблицу, в которой кардинально ничего не изменилось. По 21 баллу набрали сегодня Маразм, Тигры Разума и Вжух, которые поделили между собой победу в сегодняшнем туре, но только в туре. В общем зачете Кубка Республики Коми команды Вжух и команда Тигры Разума набрали по одинаковому количеству очков. А это значит, что мы сегодня с вами поиграем как минимум один дополнительный вопрос. Один дополнительный вопрос будет звучать только для этих команд. Прошу представителей этих команд сейчас открыть у себя апелляционные формы. Будем вот так вот решать, да? Формы для апелляций. Даю вам буквально 1 минуточку. Они расположены, в общем-то, в группе Лиги интеллектуальных игр. Ответ на вопрос будете отправлять туда. Я вам сейчас найду дополнительный вопрос, какой-нибудь интересный. Буквально подождем немного. Что нам тут пишет команда? Что-то нам команда пишет, Вжух. Но, ребят, я сейчас пока не буду смотреть эту статью. Вы меня можете ругать прямо вот сейчас, без проблем. Не вы первые, не вы последние. Да, Леш, все я вижу. Можете это оставим на потом. Давайте еще буквально найду эти списки вопросов. И мы с вами продолжим. Но напоминаю, что это будет вопрос касаться исключительно 2 команд. Ну что ж, если вы готовы, я надеюсь, что вы готовы, команда Тигры Разума, команда Вжух, перестрелка. Соответственно, кто отвечает правильно, а кто-то отвечает неправильно, то, в общем, курите и идете домой. Вопрос будет задиктован, поэтому
Постараюсь читать медленно и тихо. Ладно, записываем вопрос. По Венедикту Ерофееву Петр I взял мяч, повел в сторону Европы, промахнулся и разбил окно. В сторону Европы отправлял снаряд и Александр I. А кто и вовсе предпочел играть на европейской половине поля? Время. Десять секунд. Время вышло. Сдаем команды ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И время у нас вышло. Время у нас вышло, и перестрелка у нас продолжается, потому что одна команда считает, что это Суворов, другая команда считает, что это Николай I, а правильный ответ неожиданно Горбачев. Вот такая вот история. Что ж, продолжаем. Следующий вопрос. Мы играем, ну, либо до первой ошибки, когда, в общем, кто-то ответит правильно, кто-то ответит неправильно. В одной из песен сны синего кита охраняют X и Y. X открылся в 1938 году и по одной из версий назван по способу перемещения по территории. Y открыли в 1773 году во время подавления Пугачевского бунта. Назовите X и Y в любом порядке. Время. Десять секунд. Время вышло. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ждем ответа команды. Сейчас обновлю. Ждем ответ команд. Команда «Тигры разума». Я пока не дошел ваш ответ.
Сейчас еще раз обновлю. Да, дошел ответ команды «Тигра Разума», и в сегодняшней игре победила команда «Вжух». В сегодняшней игре и в онлайн-кубке Республики Коми. Правильный ответ на сегодняшний вопрос, на этот вопрос: черный дельфин и белый лебедь. Собственно говоря, две известные тюрьмы. Сны синего кита в песне группы Анакондас охраняют именно они. Возможно, на игру сегодняшние результаты повлияют результаты апелляции. Я их, конечно, все вижу. Ну, например, апелляция Калины, это сразу будет неправильно, потому что написано слово «засчитать». Ну, в общем, там свое мнение нужно обосновать. Ну, а мы, наверное, поздравляем команду «Вжух» с сегодняшней и с общей победой. Благодарим всех участников сегодняшней игры. Надеемся, что мы с вами не в последний раз играем в онлайн, и в том числе на сайте БНК. Всех призеров, победителей с хорошим выступлением. Спасибо за игру. Как говорится, до будущих побед.